Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Нравится то, что мы делаем? Поддержите нашу работу. В 2023 году коллегия по гражданским делам Ашхабадского городского суда отклонила апелляцию на решение районного суда, признавшего недействительными две сделки по покупке квартиры. Основанием для такого решения стал тот факт, что женщина, оформившая жилье в 2007 году от имени и для своего едва достигшего совершеннолетия сына, по сути, эту квартиру ему так и не предоставила. Может быть, у матери имелись основания утратить доверие к сыну, или у нее были свои какие-то планы на это жилье. В итоге пострадавшей оказалась покупательница, которая вообще не имела отношения к их семейным разборкам. И все это при попустительстве государственных органов, безалаберно относящихся к своим обязанностям сопровождения сделок с недвижимостью. Подробности дела приводятся в судебном решении, оказавшемся в распоряжении Turkmen News. Итак, в далеком уже 2007 году жительница Ашхабада Тавус Мамедова решила купить квартиру для своего сына Мамеда Мамедова, 1999 года рождения. Заказчиком этого дома был банк Туркменбаши. Проект утвержден в марте 2007 года постановлением Гурбангулы Берды Мухамедова, который в то время только что вступил в должность президента. А уже 15 октября Мамедова заключила с банком договор о намерении купить эту квартиру в кредит, чтобы в дальнейшем оформить ее на сына, ему как раз в тот год исполнялось 18 лет. Женщина заплатила банку 70,5 тысяч манатов, а на оставшуюся сумму взяла в том же банке кредит. Договор о намерении или предварительный договор в сделках о недвижимости – довольно слабо урегулированный юридический инструмент, чаще всего он заключается при передаче аванса. Покупатель и продавец удостоверяют, что в ближайшее время решат все вопросы с деньгами и документами и заключат полноценный договор купли-продажи. Оснований для расторжения такого договора может быть множество. Непонятно, каким образом в документе было прописано обязательство передать квартиру сыну, однако даже в судебном решении подчеркивается, что Мамедова действовала от имени своего сына, Мамеда, которому еще не было 18 лет. В 2009 году дом сдается в эксплуатацию, и 1 июня заключается договор купли-продажи между банком Туркменбаши и уже 20-летним Мамедом Мамедовым, при этом сделку от его имени проводит его мать. В августе Хакимлик Ашхабада выдает, а Бюро технической инвентаризации Ашхабада регистрирует соответствующее свидетельство о праве на владение недвижимым имуществом. Через год Мамед женился, позднее в семье родилась дочь. Но семейная жизнь не заладилась. В суде его, теперь уже бывшая жена, выступила в качестве свидетельницы. По ее словам, супруг все время помогал матери в ее предпринимательской деятельности. Своего собственного дохода он не имел, все время брал деньги в долг, за ним постоянно охотились кредиторы. В итоге в 2015 году женщина решила с ним развестись. Суд назначил ему алименты, которые он не платил. Свидетельница подчеркнула, что в период их с Мамедовым брака они жили на съемной квартире, а не в той, что согласно документам была куплена на имя ее мужа. Новые родственники информировали ее, что жилье на проспекте Сапар Мурата Туркменбаши зарегистрировано на Мамеда лишь формально, а все документы на квартиру хранятся у его матери. Через 3 года после развода, в 2018 году, Мамедова приговорили к лишению свободы за распространение трамадола. Ему назначили 5 лет лишения свободы, из которых он отсидел лишь 2 года. Сестра мужчины также выступила в суде как свидетельница. Она подтвердила, что брат был записан владельцем квартиры лишь формально. По словам сестры, он никогда не имел собственного дохода, а они с матерью помогали ему в период лишения свободы. Кредит за квартиру полностью погасила мать, продав свой автомобиль. В какой-то момент семья перестала помогать Мамеду, тогда он пригрозил, что продаст квартиру. В ответ мать предложила ему сделку. Она обещала рассчитаться с его долгами в обмен на доверенность на совершение любых действий с данным помещением. Освободившись в 2020 году, Мамед немедленно сменил замки в квартире, распродал хранившееся там имущество и потребовал, чтобы мать отдала ему документы. Та отказалась. Тогда мужчина через полицию восстановил документы, заявив, что они утеряны. Узнав об этом, мать пришла в полицию и сообщила, что документы вовсе не утеряны, а хранятся у нее, но это не помогло. В апреле 2021 года Мамедов продал квартиру Гаджи Мутаеву. Сделка была благополучно нотариально заверена и зарегистрирована в реестре. Сестра заявила, что ее мать в это время находилась в больнице на лечении и не могла оперативно воспрепятствовать купле-продаже.
Спустя всего 6 месяцев, в октябре того же года, Гаджи Мутаев продает квартиру Нязик Эрнипесовой. Она платит ему $66 тысяч, а затем еще делает в приобретенном помещении дорогостоящий ремонт, который обходится ей в $35 тысяч. В суде Эрнипесова заявила, что не знала о спорном статусе квартиры. Лишь после ее заселения в ее отсутствии Тавус Мамедова явилась в дом и стала говорить соседям, что заберет недвижимость обратно. Эрнипесова в суде сказала, что не нарушала закона и готова выехать из квартиры, если ей вернут деньги за покупку и ремонт. Мутаев в свою очередь заявил, что тоже не знал о спорах вокруг квартиры. Он купил ее для своего сына, учившегося в России, но тот после учебы решил не возвращаться на родину, и отец принял решение о перепродаже жилья. Сам Мамед в суде заявил, что с малых лет помогал своей матери в бизнесе и все заработанные деньги отдавал ей. Когда он отбывал срок, его грузовую машину эксплуатировал некий человек, который передавал ему деньги, и Мамед использовал их для погашения кредита за квартиру. При этом сестра утверждала в суде, что в счет погашения кредита мать продала автомобиль Lexus. Мамедов убеждал в своих показаниях суд, что ни он, ни его семья никогда не жили в спорной квартире. Мать сдавала ее в аренду, забирая деньги себе. В январе 23 года один из районных судов Ашхабада принял решение об аннулировании всех документов о смене статусов квартиры, начиная с договора о намерении от 2007 года. Недвижимость передали в собственность истице Мамедовой на том основании, что ее сын, хотя уже и был совершеннолетним, не имел собственного дохода ни в 2007 году, ни впоследствии. А значит, деньги за квартиру платила она, и законной владелицей является она. Эрнипесова при этом не получила никакой компенсации. Конечно, в будущем она может сама подать гражданский иск и попытаться отсудить деньги у Мутаева, или у Мамедова, или у его матери. На это могут уйти годы, к тому же никто не гарантирует, что даже в случае выигрыша ответчики легко и быстро погасят долг. Гаджи Мутаев и Нязик Эрнипесова оспорили решение о передаче квартиры Тавус Мамедовой в Ашхабадском городском суде, но тот в марте 23-го оставил решение первой инстанции в силе. При этом банк Туркменбаши, Хакимлик города Ашхабада и городской отдел по учету, распределению и оформлению жилья проигнорировали приглашение в суд в качестве третьих сторон. Государственная же нотариальная контора Ашхабада, а также служба по государственному учету и регистрации права на недвижимое имущество и сделок по нему при Министерстве юстиции прислали своих представителей. Но те лишь формально пробормотали на заседании, что оставляют решение по делу на усмотрение суда. Иными словами, государственные органы, по вине которых возникла вся эта ситуация с регистрацией прав и оформлением сделок, полностью проигнорировали разбирательство. А ведь именно ко всем этим органам возникает множество вопросов. Государство выступает гарантом поддержания порядка на рынке таких дорогостоящих объектов, как недвижимость. Оно должно гарантировать, что люди будут вкладывать огромные деньги лишь в то имущество, которое точно принадлежит продавцу, что нотариус и служба государственного учета перепроверит историю спорного жилья. В действительности же все оказывается иначе, а в описанном случае все эти органы продемонстрировали впечатляющую халатность. Финальным же штрихом стало лишение судами двух инстанций добросовестной покупательницы квартиры, причем на основаниях, которые в большинстве стран мира вряд ли были бы признаны юридически значимыми. Стоит отметить также, что в суде совершенно спокойно говорили об использовании в сделке долларов США, хотя государственной валютой для сделок в Туркменистане является манат. Также свидетели напрямую высказывались о том, что продавец владел недвижимостью лишь формально, хотя вообще-то по закону это называется фиктивным оформлением и подделкой документов. Но все это совершенно не взволновало судей, которые сами уже так привыкли к специфическим туркменским реалиям, что не видят во всем этом ничего необычного. Хотите поделиться интересной новостью? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. Если вам нравится наша работа, поддержите нас.